Емко и по делу. В эфире «Важный вопрос». В студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. Североостинский государственный заповедник нуждается в средствах для обеспечения безопасности животных. Необходимо специальное оборудование, тепловизоры, рации и внедорожники. Это поможет защитить зверей от браконьеров. Заповедник занимает площадь порядка 30 тысяч гектаров, где обитают туры, зубры, косули, кабаны, серны, медведи, зайцы, шакалы и барсуки. Для эффективной работы заповеднику нужно 4 тепловизора, каждый из которых стоит порядка 300 тысяч рублей. На рации для сотрудников заповедника нужно еще около 100 тысяч рублей. И более детально мы поговорим об этом прямо сейчас. В студии «Важного вопроса» директор Североостинского государственного заповедника Олег Залаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Такая важная тема. Вообще территория Осетии, очень большая ее часть занята особо охраняемыми природными территориями. И в частности, Североостинский государственный заповедник занимает довольно большую площадь и большое количество видов животных, растений там есть. Вот давайте затронем тему биоразнообразия, конкретно касательно животных. Какие животные нуждаются в особой охране в заповеднике? Вы правильно отметили, что совместно с нацпарком Алания и заповедник, совместно площадь особо охраняемых природных территорий, практически 70% Горной Осетии, это приходится на нацпарк и заповедник. Ставить вопрос, какие особо животные, сам режим заповедника подразумевает, что все животные, растения, насекомые, которые находятся на территории заповедника, они уже по определению находится под защитой государства. Мы выполняем эти охранные функции. Расскажите, пожалуйста, конкретно, какая работа проводится, каким образом? По охране, да, правильно я понимаю? Да. Это охрана прописана в наших должностных инструкциях. У нас 50 инспекторов, раньше их назвали егеря. Но, к сожалению, был период, когда были проблемы с финансированием. Сейчас потихоньку уже ситуация улучшается. Но ситуация складывается следующим образом. Егеря, инспектора, нет оружия, нет 21 век на дворе. Нет тепловизоров, нет транспорта. И приходится просто пешком ходят. Были случаи браконьерства. Естественно, браконьеры стреляют не с луков, они вооружены. И наши егеря просто безоружные выходят и охраняют. А то, что егеря, то, что инспекторы, они безоружны, это такое правило какое-то или это просто отсутствие? Просто сложилась такая ситуация, отсутствие финансирования, мы не можем купить оружие, отсутствие средств. А в связи с чем возникает такой дефицит финансирования? Мы не единственные просто в Российской Федерации. И, видимо, есть какие-то проблемы с финансированием. Мы не уникальны в своем нынешнем состоянии. Но мы отправили заявку, называется «На иные цели», где перечислили то, что нам необходимо. Ждем, надеюсь, нам помогут. Вы находитесь на балансе Министерства природных ресурсов Российской Федерации. То есть финансирование у нас федеральное. Находимся в тесном контакте и с местной властью. И есть, скажем так, близкие мне люди, к которым я обращаюсь, и они кто чем может помогает. Буквально вчера, летом мой товарищ купил и подарил заповеднику квадрокоптер. Такое недешевое удовольствие, он порядка 200 тысяч стоит. И вчера на съемках его атаковал орел и сбил. И мы лишились квадрокоптера. Так интересная ситуация. И прямо на кадрах видно, как орел атакует квадрокоптер. И он его сбил. Прямо во время съемок. Инспектор снимал туров. И, в общем, заповедник лишился квадрокоптера. Скажем так. Это дорогое удовольствие, но те кадры, которые
он успел заснять за эти полгода, это можно посмотреть и на нашем сайте, и в Инстаграме, они очень высокого качества. Я думаю, ну, те, которые видели, получили удовольствие, это просто эстетическое удовольствие. Потому что вживую, посмотрев в дикой природе и туров, и зубров, серн, косуль, оленей, медведей, там, ну, это дорогого стоит. Это на самом деле очень интересно. Вы сказали о фактах браконьерства. Вот расскажите, есть выявленные факты, есть ли, и как они пресекаются? Есть вот последний факт уже, есть факт браконьерства, материалы находятся в правоохранительных органах, и сейчас они занимаются этим выяснением, кто занимался этим А делом. нельзя разгласить детали? Ну, Ну я просто я не от имеется того, в что виду, я не имею на права. кого Я просто охотились там и так далее? застрелили самку тура. В тот период, когда они находятся, скажем так, в интересном положении. И фактически не одну самку убили, а вместе с... С козлятами. Да. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что инспекторы вынуждены ходить пешком. Там территория такая большая, горная, лесистая Горная, территория. лесистая, Как да. передвигаются и физически просто не обойти за день? Ну, это реальная проблема. Вот хотел бы еще, вот, пользуясь случаем, спасибо, ну, надо было с этого, наверное, начать, что пригласили, обратиться к гостям, жителям нашей республики. Вот банальный костер может послужить фактором того, что может сгореть целое урочище, целое ущелье. Сейчас трава, она сухая, практически как порох. Любой порыв ветра, любой уголек, искра. И все, сложные горные условия. Нет такой техники, в мире не существует такой техники по тушению пожаров в горной местности. Поэтому это для нас проблема, это угроза. Это, то есть, вот, люди приезжают пошашлычить, а проблемы возникают С у возгоранием. природы. Да? Да. Да. Вот они ходят, да, на самом деле, вот инспектора, это фактически все сотрудники заповедника, начиная там от ученых, которые наши сотрудники, и до рядового инспектора, это практически фанаты своего дела, они работают не за деньги, потому что, ну, зарплаты небольшие, но они родились в этой местности, и они душой переживают, вот, чтобы передать младшим, что-то оставить после себя, сохранить и зверей, и птиц, и деревья, и растения. Ведь очень много у нас, вот сейчас в этом году выделили средства, и будет писаться Красная книга Осетии. И мы посмотрим, может, какие-то виды исключим, а какие-то виды включим. У нас очень много краснокнижных растений, животных. И они за этим вот следят, пытаются сохранить. Как могут. На самом деле труд очень тяжелый, он нелегкий, но они фанаты своего дела. Вот вы предупредили мой вопрос. Я как раз хотела спросить о сотрудниках, этих специалистах, которые работают. Во-первых, штат какой, то есть сколько сотрудников работает, да? 87 человек. Серьезно. Это сотрудники заповедника, да. У нас очень мощная научная группа, 6 кандидатов наук, 1 доктор наук. Это, не побоюсь, люди с мировой известностью. Они консультируют. Вот, кстати, вот мониторят нахождение леопардов тоже наши 2 сотрудника, Вемберг и Зуцев. Они такие вот реально ученые. Они те, которые защищались в 70-е годы прошлого века. То есть это настоящие ученые, которые фанаты своего дела. И каждый сотрудник, вот, кто находится в заповеднике, работает, он работает не за деньги. Потому что там не заработаешь. Реально маленькие зарплаты, но они фанаты своего дела, они любят. Это вот относится как к своему, вот, понимаете, вот это мое, я его защищаю. Вот как собственник защищает свою собственность, вот так же наши сотрудники защищают то, что нас окружает. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что нужна техника, там тепловизоры, рации и так далее, в том числе и внедорожники, просто чтобы как минимум перемещаться.
и выполнять свою работу. А вот каким образом вот эта техника могла бы облегчить задачу? Вот, скажем, зачем нужны тепловизоры? Ну, рации, понятно, зачем нужны для связи там между собой, а вот тепловизоры для чего они нужны? Ну, тепловизоры это позволяет контролировать ситуацию и животных в ночное время. Это своего рода, ну, как прибор ночного видения. Потому что вот по сезону, вот сейчас сезон, высоко в горах уже выпал снег, холодно, и туры спускаются вниз. И есть угроза, ну, со стороны браконьеров существует угроза. И для того, чтобы это отслеживать и видеть, необходимы тепловизоры. Машины, вы правильно заметили, нужны внедорожники. У нас они есть, но они уже, скажем так, не новые, проблемные, чаще ремонтируются. Нужны внедорожники, нужны видеорегистраторы. Там ко мне обращались, давайте мы откроем счет, будем собирать деньги. Ну, я не сторонник как бы вот связываться с деньгами. Если кто-то хочет помочь, вот тепловизор мы с удовольствием примем в дар. Ну, машина это дорогое удовольствие, я даже как-то не совсем некорректно просить, чтобы нам кто-то купил машину. Но тепловизор мы с удовольствием, рации с удовольствием, потому что находимся в горной местности, где во многих местах сотовая связь не работает. Поэтому рация это было бы для нас подспорье большое. Вы сказали о такой энтузиазме ваших сотрудников, и действительно есть и более старшее поколение, кто работает, и молодежь тоже есть, насколько нам известно. Да, есть люди, у которых стаж работы превышает 40 лет. Есть ребята, которые пришли вот в прошлом году, в позапрошлом, у которых стаж работы год-два. То есть идет смена поколения, даже там, скажем так, есть уже целые династии. Дед работал, отец работал, теперь уже внук работал. То есть отец достиг такого возраста, когда уже тяжело ходить ему. Вместо него сын вышел на этот же участок. Это он там родился, он каждый кустик знает, каждый камень. Конечно, сам Бог ему велел и это попытаться сохранить. Ну, есть у вас еще сотрудник Заурбек Дзуцев, да, который Да, вот он по собственной инициативе лечит животных. Да, он очень такой целеустремленный молодой человек, очень знающий. Я даже как-то ему попросил его потратить какое-то время, получи ученую степень. Сам Бог тебе велел. Огромное количество материала. У него наставник, очень серьезный ученый. И попросил защитить, как минимум. Но у него есть знания, которые позволяют получить ученую степень. И вот он с Вембергом, вот Павлом, они вот мониторят леопардов. Вот ездят по всей Осетии, фиксируют сигнал, потом смотрят, как он себя ведет, где он появляется, чем питается, как охотится и так далее. Это вот по программе ВВФ. А вот если говорить о восстановлении популяции, вот у нас и леопарды, да, появились, зубры появились также, да, как-то меняется биоразнообразие в сторону, восстанавливаются, да, те виды, которые здесь жили. И вы вот статистически видите вот эту тенденцию, что идет улучшение? Да, ну, естественно, ежегодно ведется учет животных. Вот сейчас мы будем учитывать зубров, но из года в год популяция зубра увеличивается. Это и связано с такой, скажем, жесткостью закона. Но прежде всего это меняется отношение к людей. Уже к зубрам не относятся как к добыче, как к дичи. И со стороны человека уменьшается угроза. То есть все больше и больше людей, я, кстати, вот по факту браконьерства благодарен и журналистскому сообществу, и блогерам. И вот я увидел реакцию общества, и, честно говоря, она меня порадовала. То есть это такое, скажем так, обстановка нетерпимости. Абсолютно большинство людей вот не осудило, скажем так, этих людей. То есть уже есть понимание, что и лучше просто любоваться, а не истреблять их. А какие животные чаще всего становятся жертвами браконьеров? Понимаете, вот браконьер, скажем так, ему все равно. Кто подвернулся, того он и лишит жизни.
Вот кого он увидел, того и лишит жизни. Мне рассказывали, скажем так, ну они тоже были браконьеры, старой формации, скажем так. Но те ходили очень долго, тяжело идти в горы и добывать. Если он идет за туром, он тоже браконьер, он тоже нарушает закон. Но он идет, если он идет за туром, то кроме тура он никого не стрельнет. Они никогда не стреляли в этот период коз, самок тура. Ну, не из жалости даже, а есть прагматичность. Она принесет приплод, и, значит, в следующем году у него больше будет возможности поохотиться. Сейчас, к сожалению, техника не стоит на месте. Там, у них современное оружие, тепловизоры, приборы ночного видения. Ему не надо уже там ходить, он может там с трассы стрельнуть. Ну, получается, что браконьера? преимущество у браконьеров, техническое преимущество, чем у инспектора. Ну, естественно. Естественно, но это противоестественно. Но на данный момент пока так, да. Но у нас преимущество. Наши люди родились там, выросли, они лучше знают местность, и они искренне, на самом деле, хотят вот как-то сохранить это. Плюс, я еще раз повторюсь, вот приятно был удивлен вот такой поддержкой. Вот массовой поддержкой людей, то есть у людей это находит понимание, то, чем мы занимаемся. Им это нравится. Потому что лучше прийти и посмотреть. Сейчас мы открываем новые экотропы, новые смотровые площадки, где человек может прийти и уголок дикой природы, и оттуда визуально, даже без спецсредств, допустим, понаблюдать, как ведут себя там, пасутся, допустим, зубры. Или вот мы в следующем году, не в следующем, вот в этом году там потеплеет, откроем смотровую площадку в Куртатинском ущелье, где люди смогут в дикой природе без бинокля вот понаблюдать за турами. Ну разве не интересно вот так вот вживую вот посмотреть на него, не убивая его, не лишая его жизни? Я думаю, что интересно и будет пользоваться большим спросом это у людей. Вообще действительно меняется сознание, есть такая тенденция, люди больше задумываются об экологии, о природе. Наверное, это уже жизненная необходимость задумываться. Вот. Но еще остаются моменты, когда факты браконьерства, в общем, не уходят в прошлое. Не уходят в прошлое, причем я вот как бы общаюсь, обращаюсь, неужели кто-то сейчас в наше время нуждается в охоте. В мясе. Нет, Я пойду вот в магазин, я вам куплю это мясо, то не стреляйте просто. Ну, это своего рода, допустим, мне не понять. Я не охотник, не рыболов, мне не понять. Но говорят, это страсть, это своего рода. Там кто-то марки собирает, как мне сказали, а я, говорит, охочусь. Ну, я не пойму этих людей никогда. Поэтому мы находимся по разным сторонам баррикад. Я никогда их не пойму, они меня никогда не поймут. Поэтому у нас конфликт интересов. Одно дело есть интерес, другое дело есть закон, который запрещает. Однозначно. Да, и тут не о чем рассуждать. Однозначно. Есть территории, где позволена охота, есть сезон, где позволено в этот период охотиться. Пожалуйста, идите, купите охотничий билет, идите и займитесь своим любимым делом на тех территориях, на которых это позволено. На территории заповедника запрещено. И, скажем так, пока я там руководитель, и дело даже не во мне, мы будем с этим бороться. Будут тепловизоры, не будут тепловизоры, мы не прекращаем работу. И днем, и ночью ребята, там снег, ветер, дождь, все равно выходят. И в ночные рейды мы выходим, и днем идут обходы, ведутся. То есть работа ведется. Но мне кажется, вот как бы надо сконцентрироваться, и вот с вашей помощью, вот журналистское сообщество, там, блогеры, как-то донести до людей, вот, чем мы занимаемся. Это, то есть мы не как собака на сене, вот сели, захватили, не пущать. Без такой вот серьезной угрозы экосистеме мы все равно будем открывать экотропы, чтобы человек мог зайти, вот реально, вроде я не маленький мальчик, там, но я каждый день вот вижу что-то новое, которое меня восхищает. И у меня есть желание вот поделиться со всеми.
через съемки, через фотографии, через приглашение, что приходите, пожалуйста, смотрите. У нас прекрасные инспектора, которые реально могут много что показать и что рассказать. Но это должно быть дозировано, это должно быть под контролем, чтобы не нанести непоправимый ущерб вот экосистеме. Ну и если резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, скажите о тех задачах, которые ставите для себя на этот год. Ну, я по мере поступления вот проблем стараюсь их решать. Задача такая, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Это лучше было и для сотрудников, и больше было возможности вот просто у людей, у гостей, у жителей нашей республики вживую соприкоснуться с уникальной природой. Уникальность Осетии в чем еще заключается, я не буду говорить там, как каждый кулик свое болото хвалит, что там мы чем-то уникальны от соседей наших. Нет, ну примерно одинаково, на Кавказе там природа примерно одинакова, но уникальность в компактности. То есть у нас все практически находится в шаговой доступности. Не надо тратить там несколько часов, чтобы от одного места переместиться в другое. То есть в течение дня можно посмотреть вот, ну, разительно отличающиеся от себя уголки природы, которые ну, на самом деле они ну, потрясают воображение человека. Вот именно дикостью своей, не обузой, вот первозданностью, что там вот не ступала нога человека, что там даже бывают непуганные звери, там вот, ну, это реально интересно. Это интересно и молодым, и детям, и взрослым, ну, очень интересно. Ну, надеюсь, вот нас без внимания и так не оставляют, но я обращаюсь и к своим близким, и к своим друзьям, и бизнесменам, и вот кто чем может, он и так нам помогает. Они нам и в прошлом году помогали, и в этом году будут помогать, но может ситуация не может. Я уверен, что она изменится в лучшую сторону. Ну, мы надеемся, что наш эфир тоже привнесет какую-то пользу для вас. Может быть, действительно кто-то откликнется и захочет помочь, внести свою лепту, свой вклад в охрану Мы будем природы. благодарны любой помощи. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо за вашу работу, вам и вашим коллегам. Спасибо за приглашение. Это был «Важный вопрос». Всего доброго и до встречи в эфире.